Биробиджане нет кемпингов. Здесь нет санитарных точек, где, ну, тут знак вилка, нож, где можно остановиться и переночевать в машине, а утром сходить в туалет, там, почистить зубы, принять душ. Здесь такого нет, поэтому не надо ехать в Биробиджан. Итак, сегодня суббота, мы выезжаем в Благовещенск. Тугис говорит, что нам ехать 6,5 часов и 509 километров. По дороге сделаем одну остановку на обед, потому что завтрак был не очень. Сергей Алексеевич вообще ничего не съел, мне это не понравилось. Вот. Ну, я все одна, я ем всегда все. Даже если не вкусно, приходится жрать. Короче, вперед на встречу приключениям. И я уже не надеюсь, что Благовещенск мне понравится. После Биробиджана я уже не строю никаких планов. И ожиданий у меня тоже никаких нет. Ну, как минимум, это их набережная, где виден Китай вечером, не должна разочаровать, я надеюсь. Так, впереди у нас очередной железнодорожный переезд, но мы 4-е в очереди. Вон и поезд уже идет, составчик. Грузовой. Ну, надеюсь, что будет один состав, а не как вчера. Правда красивая здесь? Отметить, что в еврейской области тут ведут ремонт дорог. Здесь прям приятно ехать, в отличие от предыдущего региона. Вот мы уже в очередной раз въезжаем на новую поверхность, как это назвать, на отремонтированный участок дороги. Вот мы выехали, когда мы выехали, где-то минут 40 назад, и это уже, по-моему, участок 6-й дороги, который ремонтируют в области. Это очень приятно. Ну все, Якутово догнали. Кто еще так ездит? Только Республика Саха-Якутия. Немножко перехвалили регион, когда говорили, что у них хорошие дороги, потому что в Пулсе было несколько участков, где один слой асфальта снят, получается, меди, никаких знаков, ничего нет. Так, правда, не резко так. Не критично, но не особо приятно. Вот, сейчас дороги обычные. Не. Но в целом, здесь дороги лучше, чем в предыдущем регионе. Все, мы въехали в Амурскую область, успела включить камеру. Ну, на регистраторе можно. Ну, здравствуй, Амурская область. Это наш 4-й регион. Приморье, Хабаровский край, еврейская автономная и Амурская область теперь. В Амурской области дороги, ну, Печально. да, как бы не совсем все плохо, как было во 2-м регионе, но похуже, чем в еврейской автономии. Но природа продолжает радовать. Если я снова не попала в Китай, как это было в Приморье, значит, мы сменили часовой пояс. Сейчас у меня на часах 11:22, 23, а было, в машине 12:23 на час назад. И время прибытия у нас, соответственно, на час сдвинулось, и у нас больше времени погулять по приезде. Познакомиться с городом. И снять нормальный обзор. Наверное, про Благовещенск я сделаю отдельное видео. Отдельное видео будет, скорее всего. Шум, конечно, бешеный. Свистит все. Сделали остановку в Архаринском муниципальном округе. Тут, оказывается, тоже собирают мед. Смотрите, тут 4 вида: цветочный, липовый, гречишный и из местного растения цветок сартара, сертухов. Ну, в общем, название не помню, загуглю, напишу. Тут везде, вот когда едешь по трассе, тут везде прям можно увидеть мед и пчелопродукты. Архаринский район. Так что имейте в виду, что когда будете проезжать, вот есть такая остановочка, санитарная точка, можно остановиться, выйти и приобрести натуральный мед. Потому что мед не только в Приморье. Дорога вообще замечательная. Вот. Объявление. Тут, кстати, полноценное место отдыха. Да.
Вот, да, вот тут. Так, ну мы въезжаем в поселок Новобурейский. Сейчас проезжаем через речку. Где она здесь? Такая полноводная, да, Плотина. хорошая. Плотина. С другой стороны плотина, дым какой-то. Сейчас мы заправимся на ННК и, наверное, где-то перекусим. Попробуем найти пятерочку в этом ПГТ. Если нет, то что-нибудь придумаем. Так, а до Благовещенска осталось ехать 2 часа 50 минут. Это самая Стелла, мы чуть не проехали. Будете ехать, имейте в виду, что эта Стелла, Москва-Владивосток, находится перед Новобурейском. Проехали мост, и сразу же эта Стелла. Мы чуть не пролетели мимо. Я впервые здесь. В итоге решили сделать остановку в Новобурейском. Взяли воду, там еда. Идем на берег реки. Тут набережная, вот я уже реку вижу. Сейчас там будем обедать. Хлеб. Сергей Алексеевич купил... Ой, там даже скамейки есть. Сергей Алексеевич купил хлеб теплый. Вот он прям из печи. Еще как сядем. Мне нравится. Выехали из поселка по какой-то модной дороге. Nice просто. Карьера, что-то такое. Заехали в поселок Прогресс. Через 600 метров Переезд. Так, мы третий раз подъехали к переезду, и в этот раз мы первые. Первые. Жена там уже машина подъехала. Из уважения к огню. В поселке есть общественный транспорт, дома каменные. Ничего, так выглядит. Ну все, мы в Благовещенске, опять в промзоне. Вот прямо перед нами указатель в виде маяка отель. А вот само здание. 4 этажа, но у них есть лифт, что очень радует. Я уже сбегала в магазин. Сейчас будем делать ужин. Ну как ужин, перекус. Называется берег Зеи. Зеи. Ну, в общем, не суть. Такая небольшая парковочка. Номера вроде норм. Лифт. Ну, доехали быстро. Вот эта гостиница, она стоит 1200, по-моему, что ли. Ну, короче, она лучше, чем то, что было в прошлый раз. Готовы увидеть Китай? Это вот тот вот Китай. О, я уже вижу Китай. Это их колесо обозрения, которое светится. А что он так близко? Что это такое? Это канатная дорога будущее? Кто знает, напишите в комментариях. Приехали в Благовещенск, идем по набережной. Сегодня день молодежи. Очень много выпускниц, такие девочки нарядные, красивые. А мы идем смотреть на Китай. Он где-то там. Короче, сейчас выйду на набережную и сниму красиво. Вон там концерт. Для какого-то нашего красавчика друга, который смотрит на китайскую сторону. Что это такое? Собака по кличке Дружок, ставшая во время наводнения в 2013 году в Амурской области символом мужества.
преданности, любви к дому и родным. Иду трогать Амур. Никогда Амур не трогала. Я трогаю Амур. Теплая вода. А там Китай. Я так полагаю, что такая хорошая погода и хороший вечер — это нам компенсация за Биробиджан. За печальный Биробиджан. Здесь прям, ну, блин, в центре красиво. Мне нравится. Китайская сторона включила иллюминацию. И наша сторона тоже. Но у нас красиво, кстати. Это, может, просто на видео кажется, что там какие-то белые огонечки, у них все красочное, но нет. У нас тоже очень достойно. Гуляем по набережной, вот прям по нижнему... Нет, не по нижнему, значит, ярусу. Напоминает чем-то Севастополь. Там тоже есть такие обходы на набережной. И мы видим Китай, мы снова видим Китай. Но есть набережная шире, чем в Владивостоке. Нормально можно гулять. И тоже всякие группы стритуют. Мы дошли до Триумфальной арки. Но я думаю, днем еще сниму, чтобы было красиво. Реклама пятерочки на китайской стороне. Ну и, конечно же, тут памятник Муравьеву-Амурскому. Пришли, увидели такую прикольную скамейку. Такса. Амурский динопарк. Одинокий остров на море где-то в часах тонули города.